Что значит ударили по одной щеке, подставь другую? Если судить только по форме, то это пособие по самоуничтожению. Подставишься где-нибудь под второй удар и все. Все дело в том, что люди, которым это было сказано, хорошо знали правило «зуб за зуб», которое это наставление ни в коем случае не отменяет. Оно предостерегает от сопротивления высшей воли, которую реализует ударивший, и призывает задуматься о причинах произошедшего. Диалектическое мировосприятие рассматривает все происходящее в двух измерениях. На уровне взаимоотношений между людьми нужно давать сдачи око за око, зуб за зуб. А на уровне взаимоотношений между человеком и высшей волей пытаться дать сдачи бессмысленно и очень опасно. Образно говоря, на этом уровне нужно подставить вторую щеку и попытаться осознать, как избежать подобного в дальнейшем. Говоря словами Булгакова, кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не падает. А если перевести по смыслу на бурятский язык, то звучать это будет примерно так. У укравшего один грех, у обокраденного множество. В материалистическое советское время, в частности в бурятско-русском словаре, смысл этой пословицы объяснялся формально, потому что обокраденный подозревает всех, а укравший знает, у кого он украл. Звучит, мягко говоря, не очень убедительно, поэтому мы дали свое толкование. Кстати, это наше видео набрало массу просмотров и комментариев, в том числе достаточно эмоциональных, что говорит о том, что наше толкование оказалось достаточно близким к истине.